Она в Крыму была юристом, а на материковой Украине за почти 4 года стала известной и в мире мастером-вышивальницей. Переселенка из Крыма Эльмира Катаки живет в Броварах под Киевом. Там она и воплотила в жизнь свою давнюю мечту – научиться традиционной крымско-татарской вышивке. Большинство ее работ эксклюзивные, так как в них она использовала техники, которые были забыты после депортации крымских татар в 1944 году. Об уникальности крымско-татарской вышивки и о деле, что из мечты переросло в успешный бизнес, далее. Тюльпан, он больше как идет молодой мужчина. Если речь идет о престарелом, то там есть гранат, вот это дочь, жена, то есть отдельно нет. Вот это вот махлома, вот это букме, крученая нить. Здесь есть канитель, здесь есть пул. Мастер вышивки Эльмира Катаки создает женский головной убор. Это реконструкция старинного 150-летнего феса. Техники вышивки уникальны. Вот это махлома, визуально напоминает гладь. Сюда же добавляется орнамент в технике букме, шнурок. Более 100 лет назад такими техниками в Крыму вышивали куран-хапы, сумочки для Корана, кисеты для табака и денег, а еще фесы и жилеты. Все настроено на то, чтобы была крепкая семья. И чтобы были дети, чтобы было продолжение рода. Мечта научиться национальной вышивке своего народа у Эльмиры появилась еще в 2009-м, когда она жила в Крыму в Саках. А уже в 2015-м, когда с семьей переехали на материк, решила, пора воплотить свою давнюю мечту в жизнь. Нашла курсы крымско-татарской вышивки искусствоведа Венеры Курмаевой. На обучение специально поехала в Бахчисарай. Брат Эрфан на грант от Международной организации по миграции купил сестре машинку для вышивания. Так хобби постепенно стало бизнесом. Вот эта работа уникальна. Это воссозданный из забвения крымско-татарский повседневный мужской головной убор «Такие». Создала его Эльмира в соавторстве с другими мастерами. Образец нашли в Бахчисарайском музее. На ней вышивается определенный орнамент, определенные знаки, забиваются определенные пожелания для мужчины. Это такие как бы стилизованные рога. Они означают богатство, достаток. То есть женщина говорила о том, что она хотела, чтобы была крепкая семья, чтобы она была продолжалась, то есть у нее было потомство, и чтобы у нее в этой семье был достаток. Брат Эльмиры говорит, работы сестры безумно популярны. Их покупают даже зарубежные коллекционеры и послы других государств. Иностранцы, это Западная Европа, Северная Америка, это 60% наших клиентов. И покупают они это как украинскую, крымско-татарскую экзотику. Эльмира признается, сейчас у нее множество творческих планов, но есть и мечта, заветная, вернуться на родину, в Крым, и там продолжить любимое дело. Когда Крым вернется в Украину, мы все планируем вернуться, потому что мы связываем свою жизнь только с Крымом. И сейчас мы вынуждены находимся здесь. Потом мы все собираемся, планируем. И свою деятельность я строю на том, что я могу этим заниматься потом и в Крыму. Эльмира говорит, именно творчество спасло ее от отчаяния после аннексии Крыма и переезда в новый город. Бывшая юрист, она не жалеет, что так кардинально сменила профессию. Ближайшие же планы – изготавливать традиционные крымско-татарские костюмы для выставок и под заказ, а еще создать курсы крымско-татарской вышивки, чтобы развивать культуру своего народа. Людмила Гарпинич, Ксения Дворецкая, Евгений Козыкин, Заман АТР.